В Ингушетии сегодня трагедия. Как многие пишут, сегодня умер ингушский народ. Почему? Я вам зачитаю один из комментариев многочисленных, которые пишут наши с вами братья и сестры мусульмане в Ингушетии. Всенародная трусость и предательство перед этой невинной душой отрицать преступление, которое было совершено по отношению к ней, и не привлекать к ответственности преступников только из-за боязни, а что скажут люди, соседи, прочие народы. Также является предательством по отношению к другим детям, которые могут стать жертвами насилия из-за того, что эту проблему не подняли, не проанализировали и не сделали определенные шаги по решению ее. Опять же, не подняли эту проблему, я по трусливое омалчивание почти во всех ингушских группах, инстапабликах. Потому что общество боится осуждения других. Боится, что какой-то мудак из востока или запада, севера или юга где-то может напомнить про этот случай и задеть гордость великого ингуша. В скобках. Трусы. Это не я пишу, это пишут многие ингуши. Простой народ, у которых болит душа не только за этого ребенка, но и за многих детей, которые пострадали от произвола родителей, а также ответственных лиц, которые поставлены отвечать за безопасность детей. Та же Чахкиева, родственница Калиматова, тот же Калиматов, который не просыхая пьет у себя в резиденции, да? Все они несут коллективную ответственность. Теперь Калиматов, ты свободен. Тот же Балаев, да, который в Пятигорске отдыхает под кайфом. Все лица, боявшиеся ответственности из-за этой девочки 4-летней, которую жестоко изнасиловали, вы все свободны. Особенно те тейпы, которые говорили, вот она не из нашего тейпа. Все от нее отрекались, абсолютно все отрекались от этого ребенка, 4-летнего ребенка. Это поистине это великая жестокость. Или скорее глупость. Я не знаю, как это назвать. Ну, кроме как индейские движения, даже нет. Индейцы, наверное, по отношению к такому будут более цивилизованнее. В общем, это абсолютное бессердечие. Все свободны. Всемогущий Аллах забрал эту девочку к себе. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. А вы бойтесь Аллаха и бойтесь того дня, когда с вас будет спрос. Я говорю про великий день суда. Йоум аль-Ахира. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.